Что, дорогие мои подписчики, друзья, посмотрим. Прошел почти год, и я хочу заехать в магазин Гладиатор. Тогда он только открылся. А сейчас посмотрим, глянем, что да как. Хочу, короче, троса купить. Редуктор мне нужен, троса. И от редуктора, ну, короче, редуктор, который руль крутит. Руль, троса и этот главный трос, который будет руль этот крутить. Мотор, который будет крутить. Сейчас глянем. Вот. Гладиатор. Хоба. На заставке вот эта фоточка будет. Поэтому пойду-ка гляну, что-то к чему. Но сейчас, короче, не сезон. Поэтому снегоходики. Но это отдельная категория лиц, которые ездят на снегоходах. Это Супонев ездил в свое время. Жаль, конечно, этого добряка. Один раз. Кто знает, кто такой Супонев, тот понял. Но это что-то уже интересное. Наикрутейшее. Это 1 миллион там, наверное, стоит. Цены нет, ребят. Кому интересно, сайт Гладиатор, короче, заходите, там все есть. Эво-коврики на все лодочки. Так, что-то тут прикольное есть, по-моему. Так, что мне надо-то? Мне нужна была консоль, пока ничего нет. Вот интересное решение, типа риба. Или это и есть риб? Оба-на. 8400. Вот такой рундучок. На баллон. Хоп-хоп. Короче, можно железную лодку, то есть такую лодку можно жестко прокачать. Кто не знал. Можно вообще прокачаться по полной программе. Что только не навешать. Вот это интересные, да, варианты. Рибы. Риб. Ну вот, грибные характеристики. 200 тысяч, ребят. Бам-бам. Не. Мы проходим мимо. Так, ну тут сидушечки. 3700, вот такая сидушка. Ну, у меня тоже такая же будет стоять. Простая. Что тут еще? Всякие сани, мани. Пойдемте посмотрим цены на моторы Гладиатор. Сравним, что это такое. Посмотрим. Ну да, вот сидушечки. Ну, банка тут серьезная прям. Здоровая банка. 84 тысячи. Гладиатор 3420, паёлка. Паёльная. А, нифига, стартера. 10 тысяч стартер в сборе. Ага, нифига себе. 7 тысяч. 10 тысяч в сборе стартер. 5500. Ручной стартер, если вы сломали. Знаете, что не надо его дергать сильно. Просто румпель тахатцевский. 10 тысяч. Вот небольшие тут расходнички есть. Вот машинка. Пятнашка. 703 блок управления. Пул 15800. Ну, нормально. Но без кнопок. 15800. 703. Вот как я себе купил. Тоже с кнопками. Только я дешевле в Албересе там взял. Стартер есть 16 рубасов. Всякие тут небольшие. Чехол. Мотор закрыть. 4000. Возить. Моторчики вот возить 4800. Так. 30-очка простая. 215 рублей. А не простая. С машинкой. С электрозапуском, все дела. 215. Просто на румпеле. 180. 9.9 Pro. С дистанцией, со всеми делами. 162 тысячи рублей. Нормально, нормально. Это уже серьезно. Вот этот моторчик серьезный, ребят. Но 162 тысячи, это, конечно, такое, конечно. Так, просто девяточка. Просто Гладиатор. Это что-то Харик. Не узнаю вас в гриме. Да, это на базе Тахатсу, 18 мотор. 114 тысяч стоит.
Да. 9,893 стоит. Пятак. Так, ну вот этот тахарик. Смотрите, сколько 18-й тахарик стоит. 240 тысяч. Ну а дальше, в принципе, быстренько пройдем. С водометом 120. А, это пятак. Это пятак стоит 120. С водометом 400 рубасов. 25-очка. Да. Ну и вот этот вот прям, вот я в свое время когда-то мечтал о таком. Прям на него так фапил. Он сейчас 3 сотки стал стоить. Прям красавец. Вот это тахарик, а вот это меркурик. И они прям два молодца. Этот на 15 рублей дороже. Это что у нас? Просто рулевой румпель. А, то что за счет румпеля вот этого крутого. Крутой румпель. Прям он четкий, прям румпель, ребят. Как это вот такая штучка тут стоит. Ну не буду трогать, вдруг рухнет, нихера себе, тут 300 тысяч упадет. В принципе, у кого бабки есть, может себе один раз в жизни такую поставить 300 тысяч. Один раз в жизни купить. Только не 9, надо 9,9 надо. Потому что 20-ка, блин, надо права туда-сюда. Зачем это? Надо 9-очку такую, и она легко раздушивается. Ну не легко, конечно, но раздушивается. В общем, за 3 сотки покупаешь такого тахарика. И все. Собираешь какую-нибудь вот такую лодочку с прицепчиком, с носовым тенчиком. Вот такая вот получится вещь. Ну а здесь 60-очка мерк. Пожалуйста. Пепень. Мультилеон почти. Да. 800 тысяч. 1500. Полтора мульта, 150. Каждая лошадиная сила 10 тысяч получается. О, подожди. Ну да. 10 тысяч каждая лошадка. Так, 2 мульта. Это, видите, 300-очка. Ну, 3 даже. Ну и вот еще 60-ка, 606. Это гладиатор китайский. Все есть, там тахометр, машинка. Все, обычный винт. 60-ка гладиатор. Ну прикольный, конечно, китаец. Так, ну все, вот винтики небольшие, жилетики. Как-то так. Ладно, на сегодня то, что мне тут надо. Торцов нету. Торцов здесь я не увидел. И нету редуктора. Придется ехать в другое место, чтобы это покупать. Решил сесть за руль вот такого вот аппарата. Литровый. 1 300 000 стоит. Прям набиборенный прям. Круто, конечно. Китайцы стали делать прям, не знаю для кого это, для тех, которые просто уже не знают, куда бабки девать, походу, да? Наверное. Лям 300 Ниву покупаешь и все. Хотя Нива сломается, и такого удовольствия ты не получишь, наверное, как от этой брички. Это-то интересное. Смотрите, тут все у него, лебедка есть. Все такое разрисованное. Защита, не защита. Да. Наикрутейшая вещь. Кому надо, с паузу ставьте. Читайте характеристики, увеличивайте. Аудес. Трудно прочитать, ребят. Аудес вот это. Или как правильно она звучит. Аудес. Ну, крутые вещи, конечно. Прям. Ветвин. V-образная двоечка. Где движок-то? Вот стоит. Да. Крутейшая вещь, конечно. Но на это надо работать. Фаркопчик.
В общем, это уже игрушка, скажем, для взрослых. Вот поменьше есть. Сразу же можно снежок подметать. У кого там территория позволяет. Отвал. С отвалом работать. Ну круто, круто. 7200, это 1 000 000 рублей стоит. Такой вот аппаратик. Ладно, ребят, полетел я. Хорош. Слюньки тут пускать. Еще зайду в одну интересную организацию. Yamaha Центр. Все тут снегоходы, там лодочки, не лодочки. Моторчики китайские. Китайские моторчики. Буранчики. Ну нормально у них тут. Ну-ка глянем. Оба. 30-очка. 177 рубасов. Это на румпеле, значит. Да? Да. 177. 150. Это что такое? 87 тысяч. Молодцы, хоть стали эти вешать. 9,8, 114. Гольфстрим откуда-то откопали. Гольфстрим. Не понял. Откуда он вылез, Гольфстрим? 133 200. Да. А это с USB-шкой. 136. Прикольно. Что за USB там? Зарядка USB, что ли, где-то? Эндуро. 140. А, это который под тахарика закошенный. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, цены. 25-очка. О, 25-ка на этом. 280. С улиткой. Нифига себе. 20-очка. 284 с улиткой. 25-ка. 284. Ну, лучше 25-ку, наверное, взять, да, ребят? Ну, что, четко у них тут 40-ка. Двухтактная. 400. С румпелем, со всеми делами 300. Круто, круто. Смотрите, какая башка. 60-ка. 609 рублей. Татань. Охренеть. Пятихатку и фишка. Вот такие вот цены, ребят. Так, не знаю, можно снимать, нельзя. Ну вот. Меркурии пошли. Jet Tour. Jet Power 666 на улитке. 25-ка на улитке. 40-ка без улитки. 600 рублей. ТМС. С миксом, короче, походу. Двухтактники. Вот какой-то 60-й ЛПТО какой-то 900 без винта в комплекте, машинка газ реверс. А чё? В чем проблема? Двухтактный, ё-моё. 60 кобыл. Короче, вот бегло пройдемся. Пятнашка, когда-то я такую покупал себе пятнашку, стала стоить 280. Ё-моё, блин. Куда лупят, блин, 289. Вот такую я покупал. Вот такую пятнашку я покупал. Sea Pro Mercury. Блин. Mercury, конечно, ценники. 8-очка стоит 300. 9-очка 9,9, которую можно раздушить, 340. Охренеть. Нет, по-моему, ее нельзя раздушить. Нет, нельзя. Она вот в 9-м корпусе. Это все максималка. Вот эту можно душить. Пятихатка, папань. Почти 450. Ефишечка. Блин, вообще просто песня. Просто песня, блин. Вот уже раздушенная. 560. А ефишка. Она с этим. С электростартером туда-сюда. Все как положено. Вот тут написано: пульт дистанционного управления, газ, топливный транспорт, паспорт двигателя. 30-ка, смотрите-ка. 30-ка на румпеле.
650 рублей. Татань. Уже какой-то новый колпак на румпеле. Ни подъема, ничего нету. Пневмогидравлическая. А, помогайки. Винта даже нету, блядь. Вот жопошники. Как вас назвать после этого, блин? Где винт, ребята? Пневмо, газ, реверс. 900, 40-ка. 40-ка, 900 тысяч. Охренеть. 800, полтинник. 60-ка, 860. 860, ё-моё. Да, смотрите. Тут чисто уже все. Новый какой-то. А, это топливный коннектор, чтобы они, видите, как уже сделали. Даже зажопились на этом, походу. Что это такое? Так, ну что, Ямаху посмотрим. Ямаху посмотрим. Ямаху. Блин, вот такая вот херобора, блин, 2,5. 157 тысяч. Вы чё, блядь, там? С дуба рухнули, что ли? 200 за шестерочку, ё-моё. За 8-ку 200, блядь. Извиняюсь за французский. Вот 9,9, четырехтактник. 400. Ну это, короче, уже все. Это максималка его, по-моему, не раздушивается. Ну и вот наша легенда. Пятнашка. 308 тысяч. Ну кто в сознании купит себе пятнашку? Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Когда есть китайские аналоги, которые уже более-менее по качеству подтянулись. Ё-моё, блин, ну, блин, вообще слов нету. Вот у меня вот такой мотор был, пятнашка, кстати. Да, 20-ка, в 20-м корпусе они, до 20-ки можно его раздушить. Вот такой у меня был. Ну, за 100 там с копейками покупал, конечно, лохматый. Уже отжатый, но в принципе он 500 тысяч почти, 450. Вот 25-очка. Но зато это новая, ребят, 656 тысяч. Ни в какие рамки. Тоже мультируль. А, этот мультирумпель, короче, румпельный. Если тут электростартер будет и всякое такое. А не, подождите. Ручная система подъема наклона. Груша. Ручной запуск. Нету у него этого электростартера, нет. Ну и тут крокодил вот такой стоит, смотрите. Ямаха. 1 700 000. 130-очка. Ну и вот это что-то невообразимое, короче. Что-то, блядь, вообще с меня ростом. Что-то крутое, наикрутейшее. 5,6 литров. 425 кобыл. Нормальный такой. Ну и ценник. 7 мультиллионов, ребята. Вот такие дела. Сколько? 7 мультиллионов. В6. Ничего страшного. Хотя как бы, ну, нихуя себе. Вот это я понимаю. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Охренеть вообще. Молодцы, хоть они уже поняли то, что надо ценники ставить. Вот такая вот Ямаха. Но ценника на нем нету. Нету ценника. Всякие тут еще дырчики уже. Ну тут уже, тут вот они вот здесь цены, по-моему. А, на прайсах чисто. Ладно, прайс стоп делайте там, сами смотрите, что здесь. Ну вот такой ассортимент. Редуктора там потихо вон стоят. Какие-то генераторы, какие-то дырчики здесь. Пойду-ка я на второй этаж, мне надо. Тоже какая-то лотерея здесь у них. Ё-моё, блин. Солары, не солары, короче. Ну вот это я, ребят, не буду смотреть. Ценник здесь. Вот, великолепие. Смотрите, какие лодки. Вот консуль. Смотрю, вот это консуль. Хоба, почем? Почем? 18 600. 18 600. Вот такая вот байдень.
18600 вот такая вот. Это что, они как пересобачили или нет? А, просто поставили. 18600, блин. Так, ну вот смотрите, сколько всяких тут лодочек. 188 тысяч вот такая штука стоит. Ладно, мне, короче, наверх. Мне наверх, ребят. Мне наверх. Так, Ямаха. Йомасол. Наверх. Ну а тут для ПВХшек всякая бякая, короче. Я буду смотреть, что мне надо. Спрашивать, короче. Кое-что мне надо здесь купить. Вот и холотики. Garmin Striker. 80-90-57. Ну и вот они, красавчики эти. Вагью какой-то. Туяга. Варяг. Прочитаешь. А то с велосипедами что-то, какие-то тросики. Буранчик. Буран. Савдепия. Русская механика. Ну, базар везет все равно. Как ни крути. Вот все ценники, которые здесь. Паузу ставьте, смотрите. Вот. Ну и вот такой вот крокодил. Мерка стоит. С рулевой колонкой, все дела. Крутейшие вещи. Ладно, ребят, все. Мотособачки тут. Мотособаки. Ну что, дорогие друзья, резюмируя вот то, что увиденное, могу сказать лично мое мнение по поводу вот этого всего увиденного, особенно вторая часть, вот, где магазин именитой вот этой фирмы, да. Ничего против этой фирмы не имею, абсолютно. Ну, просто я нищеброд, короче, вот так вот. Ну и, наверное, скорее всего, 80% населения, ну, тоже вот, глядя вот на такие цены, особенно именно самой Ямахи, я не знаю, там, что они там, видимо, санкции или что, как бы, ну, просто продайте там за ту цену, которую, и вообще уберите его нафиг с глаз долой, вот эту вот Ямаху. Бля, стоит, только место занимает. Вот реально. Потому что, ну, даже Меркурий поняли то, что, ну, не надо топить, ну, не надо, блядь, ну, никто не купит, ну, вы чё вообще, ребята, ну, вы же понимаете, что у людей, блин, ну, нету таких денег, ну, блядь, конечно, да, есть слои населения, которые зайдут там, хоба, берем, там полжизни копили, короче, или что-то там сделалось, там какие-то деньги появились. Ладно. Короче, ценовую политику обсуждать я не имею права, потому что мало ли вдруг это Ямаха там кто-нибудь созвонится, скажет удалить, убрать, там я тебя там развалю, разложу там и так далее. Вот. Ничего против не имею. Если у вас продажи мутятся, что-то там крутится, ради бога, там занимайтесь чем хотите. Разыгрывайте лотереи и прочее десятое. Я в этой ерунде участвовать не собираюсь. Вот. Ну, у меня есть какой-то китайский моторчик там. Я ту же бэушку японскую возьму. Пофиг на. Как бы как-то так. Ну, по поводу вот гладиаторов. Ну, фирма начинает уже двигаться, конечно, да. И как бы и наклеечки, все это культур-мультур там. В принципе, почему нет. Но всегда остается вот этот вот осадок вот китайского, когда ты там приедешь на... Ну, у меня первый китайский мотор, когда у меня был, он там мне колом встал. Осталось у меня вот этот рубец, так скажем, неприятный, когда у меня там зажигание пропало. Вот. Но по механике все, в принципе, там крутилось, вертелось. У кого-то там развалился этот китайская, эта шляпа, бля, китайская. Вот, у кого-то нет. Но сейчас китайцы уже научились. По крайней мере, они... сколько уже этих штук, этих копий понаделали. Разновидностей всяких разных. Сейчас я летом буду тоже... Ну, знакомый хороший, как бы. Ну, просто мне интересно.
Чисто покататься, короче, возьму там пару моторчиков и будем смотреть. Цена чуть-чуть подешевле всяко будет. Да и гарантия такая же, какая разница. Колпак чуть-чуть другим цветом, другая наклейка. А по сути содержание такое же. Ну, Yamaha как-то, видимо, позволила скопировать или что, я так и не понял. Почему именно копией Yamaha оказалась вот этой 9.9. И вообще всю эту они линейку стали, даже, видите, уже 60-ки есть. Ну, конечно, со своими они, как говорится, нововведениями. Чтобы, видимо, подешевле было все-таки. Потому что лупить там, ну сколько там, 100 тысяч за лошадку. Блядь, ну это куда? Вот, я сперва думал 10 тысяч за лошадку. Ну что 10 тысяч за лошадку? Там 10 лошадок будет 100 тысяч. Правильно? 100 тысяч за 10 лошадок. 100 тысяч за лошадку. Короче, я запутался. В общем, вот этот, который за 7 мультиллионов аппарат. Он, конечно, да, инженерная мысль, все такое. Ну и то, что у нас как бы экономика маленечко. Сейчас вроде как бы доллар упал, должны уронить ценники. Так что вот эта Yamaha должна свои моторчики по идее уронить в цене, потому что доллар упал. Им какая разница, они же такую же Yamaha уже потом купят. Ладно, ребята, короче, всем пока, до новых встреч, скоро на воду. Сейчас какую-нибудь заставочку влуплю. Ну и все. Вот такой вот контент независимый. Меня никто там не платил и так далее. Но я зашел и просто вау. Извиняюсь, конечно, за маты, которые там появились. Но просто я посмотрел цены. Вот когда я начал сейчас монтировать, я сперва посмотрел в Гладиаторе, тот же мерк стоит, да, там 3 сотки. А тут 4 лупят. Ну куда? Вот куда? Зачем? Вы что там? Вы где вообще? Какой простракции там? Где? По каким вы этим работаете, блин? Откуда цены берете, блядь? По какому курсу, блядь? Ладно. Короче, не буду я о плохом. Нормально. Копите бабки. Покупайте себе водную технику. У кого есть бабло на мерка, у кого есть на Ямаху, тот вообще, блядь, я не знаю. Ну, каждому свое. Каждому свое. Еще раз. Не прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Много будет интересного. Буду еще свою ПВХ-шечку маленечко. Ну и все. Увидите. Пока. Скорость 70! Я его еле догоняю! 15 лошадок у чувака, ребята! Что это такое? Ты кто? Я не понимаю, я так же хочу! Это шоу! Что это такое? Копи там, откладывай на старость, блядь, вкладывай в недвижимость. Нахуй оно мне надо? Появились бабки, все, я их спущу на то, что мне принесет настроение. Амиго! Блять, за малым сейчас не перевернулись, за малым, блядь. Амиго! О, вот это мне надо. Кока! 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 Иди ты нахуй, дружок! Да, я хочу сказать, никого не хотел обидеть. Чисто юмористический ролик. Смотрим, что происходит в этом мире, в этой жизни. Наблюдаем. Кто-то угорает, кто-то в шутку, кто-то воспринимает. Просто увидел свои эмоции, сказал, никого не хотел обидеть. Всем до новых встреч. Пока-пока. Подписка, лайк. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, хотелось бы, чтобы цены уронились. И покупали мы качественные вещи. Брендованные. Но, к сожалению, эти бренды что-то
Нифига нам навстречу не идут. Но китайцы нам помогут. Пока-пока. Всего хорошего!